Ленские столбы. Уникальное геологическое образование, отвесные скалы, которые тянутся на многие километры вдоль реки Лены. Горные породы, из которых состоят эти исполины, датируются ранним и средним Кембрием. 560-540 миллионов лет назад здесь было теплое море. Поверхность планеты в те далекие времена была абсолютно другой. Материки еще не были на привычном современному человеку месте. Их основные платформы только зарождались, но до конца сформированы не были. Петр Николаевич Колосов. Видный якутский ученый-палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, эксперт Международного союза геологических наук. Современная территория Западной Якутии находилась в кембрийском периоде у полиэкватора. Условия были очень хорошие, тропические, и там на дне Кембрийского моря образовалась огромная толща мощности до 500 и более метров толщиной. И Кембрийское море, поскольку оно было теплое, интенсивно развивалась жизнь. В этот период, по мнению ученых, произошел большой скачок в эволюции. Сформировались все основные типы животных современного мира, организм которых имел не только множество клеток, но и все клетки, которые имели разное строение и выполняли разные функции. Но настоящим скачком в развитии стало то, что животные стали обретать более плотную оболочку и стали появляться зачатки скелетного строения. Именно благодаря этому до наших дней сохранились многие окаменелости. Ленские столбы признаны объектом ЮНЕСКО не по красоте столбов, а потому что то, о чем я уже сказал, что это территория, где, значит, животные впервые в мире приобрели твердый скелет и раковину и стали массово разбиваться. То есть, скажем, это самое раннее, хорошо уловимое начало биологического разнообразия. Считается в ходе изучения этих разрезов, что Сибирь была центром диверсификации. То есть здесь появлялись различные группы организмов, которые затем распространялись на другие регионы. То есть, как вообще определяется центр диверсификации? В общем, там, где больше всего мы находим какой-то фауны, то, скорее всего, это и является ее центром диверсификации. То есть здесь найдено больше всего small shell fossils, самые ранние находки, там одни из самых ранних находок трилобитов, археоцат и так далее. На графике распространения различных форм животных кембрийского периода можно увидеть, насколько разнообразнее представлены ископаемые животные в сибирских разрезах. Скалы на реке Лена и Алдан ученые называют мировой полевой лабораторией палеонтологов и геохимиков. Здесь мы видим, значит, два цефалона, ну, вернее, тут даже побольше, вот еще один проглядывает.
один, второй, две головы трилобита. Ну, тут такая, правда, корочка. Возможно, он там скрывает, может, тут еще что-то есть от них. Ну, такая вот неплохая находка. Лагерштетты. Места захоронений, где благодаря бескислородной среде и минимальному количеству бактерий сохраняются не только твердые части скелетных форм, но и отпечатки мягких тканей. Изучение остатков ископаемых организмов из таких захоронений дает науке уникальную возможность для палеобиологических реконструкций. На территории Ленских столбов на сегодня учеными найдены несколько лагерштеттов. Районы столбов, они есть в устье Синей, они есть в районе Тойдаха, это правобережье, Лена недалеко от Синска, и по Ботаме. Ну, всего это где-то не более 5 местонахождений. Больше нигде нет. Может быть, они где-то есть, но я уже сказал, что кембрийские слои распространены на всей территории Западной Якутии. На всей огромной территории Западной Якутии кембрийские слои распространены, но они находятся под более поздними слоями. Движение континентов сопровождалось миграцией земных полюсов. Если смотреть на современную карту Якутии, местонахождение древнего экватора совпадает с направлением от Анабара до Алдана. Русло Лена врезалось вот эти кембрийские слои, вот эти рифы, и мы видим этот фрагмент западно-якутского барьерного рифа в районе Оймурана. Это фрагмент огромного барьерного рифа, вот, протягивающегося от Анабара до Алдана. Это очень интересный объект. Этот объект и этот риф западно-якутский является более ранним, чем другие рифы, которые появились в геологических периодах. Древний рифовый массив Оймуран – пример появления на Земле исключительной принципиально новой экосистемы рифа, в которой в течение десятков миллионов лет развивались самые разные группы организмов. Здесь обнаружены самые первые симбиотические, то есть взаимовыгодные отношения между организмами. В последующие геологические периоды рифовая экосистема, населенная в отличие от декембрийских, не только археоциатами и водорослями, но и другими животными с известняковым скелетом, получила дальнейшее развитие. Она оказалась весьма благоприятной для эволюции животных. Примерами такой экосистемы является Большой барьерный риф в Австралии. Территория национального парка Ленские столбы – место, где фактически зародилась и затем распространилась по всей планете большая часть скелетных организмов. Древние породы хранят еще много тайн возникновения и развития жизни на Земле. Институтом естественных наук СВФУ подписано соглашение с Палеонтологическим институтом Борисяка Российской академии наук о подготовке специалистов по направлению палеонтология, и эти специалисты могут изучать не только мамонтовую фауну, но и древнейшую, о которой я сейчас сказал. Подготовку будут проходить в рамках Института естественных наук на уровне бакалавриата, и в дальнейшем эти ребята могут продолжать обучение свое в магистратуре и аспирантуре Палеонтологического института РАН. Так что призываю вас, ребята, поступать в Институт естественных наук, заниматься таким очень нужным делом палеонтологии.